Я вынужден обратиться публично на данной пресс-конференции, потому что в Республике Казахстан адвокатская тайна и право на защиту сегодня фактически перестают быть гарантией, а превращаются просто в пустую декларацию. Воспрепятствование моей адвокатской деятельности началось еще в апреле 2025 года. 21 апреля я, как адвокат Жаламбаева Марата, который содержится в учреждении номер 4 города Степногорска, прибыл туда. После завершения конфиденциальной встречи сотрудник учреждения, оперуполномоченный, там Залевов такой есть, начал от меня требовать, чтобы я предоставил сведения о содержании моих адвокатских записей. Представляете, я на листочке записал встречу с Маратом, что он хочет, что у него, какие нужды, что. Вот это он требует мне, чтобы я рассказал ему полностью. Хотя, и более того, это требование сопровождалось физическим давлением, попыткой силой изъять мои вот эти рабочие материалы. Но мои законные доводы об адвокатской тайне, на мои законные требования об адвокатской тайне он вообще как бы забыл или не знал, вообще не реагировал. Он вызвал сотрудников канцелярии, кадровой службы, которым было поручено оформить на меня какие-то бумаги. Я вообще не понял. И это было прямое, грубое и осознанное нарушение адвокатской тайны, то есть воспрепятствование моей законной адвокатской деятельности. Я незамедлительно подал заявление на имя прокурора города Степногорска, однако вместо того, чтобы надзорный орган воспрепятствовать нарушению моих прав сотрудниками учреждения номер 4, я заявление подал о привлечении к уголовной ответственности сотрудников учреждения по статье 435 Уголовного кодекса «Воспрепятствование законной деятельности адвокатов». Но никаких реакций не было, потому что это заявление прокуратура взяла, отправила в департамент полиции, нет, в ДУИС, департамент уголовно-исполнительной системы Акмолинской области. ДУИС, соответственно, отправляет, опять же, в учреждение номер 4. Откуда я получаю ответ, что нарушений со стороны сотрудников нет. Никаких нет нарушений. Ну, вот здесь начинается правовой, скажем так, абсурд. Согласно закону о правовых актах, они ссылаются на приказ министра внутренних дел номер 63 от 12 апреля 2017 года. А согласно закону о правовых актах, приказ министра – это подзаконный акт и находится на 8 строчке, который не может противоречить Конституции, законам, кодексу и международным обязательствам. Так, в соответствии с законом о правовых актах, статьей 13 пунктом 1, при наличии противоречий в нормах нормативных правовых актов разного уровня действуют нормы акта более высокого уровня, которым является Конституция. Но прокуратура и ДУИС фактически заявили, приказ МВД важнее Конституции, получается. Напомню, что прямо было нарушено статья 13 «Право на квалифицированную юридическую помощь», статья 39 «Права свободы человека не могут быть произвольно ограничены». Это из Конституции. Статья 9 Закона об адвокатской деятельности и юридической помощи. Адвокатская тайна включает сведения, полученные в ходе оказания юридической помощи. Это тайна. А согласно статье 14 Уголовно-исполнительного кодекса, который является непосредственно настольной книгой каждого сотрудника полиции, который работает в системе уголовно-исполнительной, переписка с адвокатом проверки и цензуре не подлежит. Прям так и написано. Кроме того, Казахстан ратифицировал международные договоры, которые также были проигнорированы. Это основные принципы ООН, касающиеся роли юристов. Это гарантии конфиденциальности общения адвоката с клиентом и защита от вмешательства. Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 14, права на защиту и конфиденциальность общения с защитником. То есть речь идет не об ошибке одного сотрудника, а о системном отказе государственного органа исполнять собственные законы и международные обязательства. Дальше ситуация вообще интересная стала. Меня то допускают под защитному, то без объяснения отказывают. По надуманным предлогам отсутствие заявления от Марата Жаламбаева. Последний раз я был, сейчас дату скажу, 23 января. Я был у Марата, подал заявление, официально уведомление, заявление там. Меня не допустили к нему. До этого дважды еще, коллега мой ездил, трижды его не допустили к Марату Жаламбаеву. Говорят, что отсутствует заявление со стороны Марата Жаламбаева. Поэтому я подал туда официальный запрос, чтобы они дали официальный мне ответ. В чем дело, почему, на каком основании. Я думаю, любой полученный ответ будет оспорен в судебном порядке. Сегодня в Казахстане адвокат, выполняющий свои профессиональные обязанности, рассматривается как угроза. Адвокатская тайна как препятствие. Конституция как рекомендация, а не обязательство. Но это не частный конфликт. Вы сами все, наверное, знаете, понимаете, в чем тут дело. Хотя мы говорим, что мы живем в правовом государстве.